с родственниками и с жертвами событий 92 года. Встреча шла 3 часа, конечно, эмоционально, тяжело, понятно, у людей наболело. Присутствовал мэр Назрани, присутствовали тоже представители правительства, правозащитники Республики Ингушетия. Разговор получился конструктивным. Люди высказывали свою боль, но и высказывали предложения. Собственно, наша задача проанализировать их предложения, среди которых были, конечно, конструктивные. Из них я выделил бы два основных пункта. Первое, это, безусловно, для людей самое важное является то, о чем Александр Федорович говорил, то, о чем вы говорили, это возвращение останков погибших. И второе, это, там выдвигались разные экстравагантные предложения, границы, особый район, но, безусловно, обеспечить право гражданина Российской Федерации жить на территории Российской Федерации в любой точке Российской Федерации согласно его желанию, это обязанность государственной власти и содействовать этому обязан Совет по правам человека. Ингуши, безусловно, должны иметь возможность беспрепятственно жить в тех местах, где, как они считают, и так и есть на самом деле, находятся могилы их предков. И всякое препятствие на этом, это, конечно, является нарушением Конституции, а стало быть преступлением. Я полагаю, что общественные организации могут внести свой вклад, но явно этот вклад будет не главным, не существенным. Уже много лет мы принимали участие, и мы организовывали, я лично организовывал диалоги с обеих сторон. Диалоги идут, а дело, за редким исключением, не двигается вперед. Поэтому я думаю, что надо, конечно, здесь, может быть, действовать так. Я думаю, что надо главам двух республик при поддержке Совета по правам человека выйти с инициативой создания следственной группы, следственного комитета по расследованию этих дел. Если даже эксгумации царских останков семьи Романовых была создана следственная группа, если по делу Катынского расстрела 40-го года и 39-го была создана следственная группа, то если сейчас следственная группа по расследованию, по эксгумации, по поиску останков, по преодолению событий 92-го года. Если такой группы нету, то, значит, надо ее создать. Это мы не можем, естественно, сделать, как правозащитники. Но если главы республик выйдут с такой инициативой, безусловно, вы получите всецелую поддержку. И это, мне кажется, придаст этому процессу юридический характер. Как обеспечить беспрепятственное проживание людей там, в пригородном районе и во Владикавказе? Речь идет ведь не только о пригородном районе. Я напомню, что и во Владикавказе жило очень много ингушей. Они были вынуждены покинуть Владикавказ в 1992 году. Я считаю, что здесь, конечно, надо возобновить вот эту федеральную целевую программу, ее актуализировать, но и, безусловно, создать некий наблюдательный совет, который, конечно, на плечи которого пойдет очень много работы, который должен индивидуально следить за каждым человеком. Отделаться тут статистикой не получится. Если какая-то семья хочет вернуться куда-то, мы должны содействовать этому. Мне кажется, что тут надо действовать поступательно в рамках процедуры, в рамках закона. Это, безусловно, крайне болезненная тема, вы совершенно правы, что именно эта тема является одним из источников недовольства и радикализации молодежи. Пока она не решена, не будет полностью мира и умиротворения общества, потому что мы вчера видели с Яной, какая боль исходит из сердец и из душ людей. Уверен, что осетинская сторона и осетины, и осетинская общественная организация пойдут навстречу. Безусловно, нам будет непросто это обсуждать, но мы будем это обсуждать с ними.